В конференц-зале Национальной библиотеки Южной Осетии состоялась встреча руководителя Комитета семей воинов Отечества, члена Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Юлии Белиховой с семьями участников СВО, представителями ветеранских объединений республики и организации Алдамун-Нахас. Участники обсудили актуальные меры поддержки военнослужащих и их близких, а также механизмы взаимодействия общественных организаций России и Южной Осетии. Позвольте мне обратиться к вам со словами приветствия, что вы сегодня приняли наше приглашение и пришли сюда, чтобы поговорить, друг другу в глаза посмотреть. Может быть, с чувством особого какого-то волнения обратить внимание на тех, кто сегодня в черном. Поприветствовать гостю, которая к нам приехала из Москвы, вторую, которая из Северной Осетии, и ту команду, которую они с собой привезли. Юлия Белихова прибыла в Цхинвал, чтобы обсудить адресную помощь семьям героев. Она рассказала о многолетней гуманитарной деятельности. Организация, имеющая 89 штабов по всей России, оказывает комплексную поддержку. От снабжения подразделений до психологической помощи семьям погибших. Белихова подчеркнула, что волонтеры предпочитают реальные дела громким словам, поэтому стараются не афишировать свою работу в зоне конфликта. Она также отметила неоценимый вклад осетинских добровольцев, которые героически защищают рубежи, стоя плечом к плечу с российскими бойцами. Чем больше нас объединяет, тем меньше шансов нас разъединить. А нас объединяет то, как много. И даже сегодняшняя ситуация, когда в Пятнашке, в Алании подразделения, понятно, Редут, да, бойцы с Южной Осетии стоят бок о бок и защищают. Героически защищают. Марина Кочиева, мать героя Российской Федерации Отсама Забураева, выразила признательность руководству и членам комитета за их важную миссию. Наши дети, они так сражаются, они сражаются с достоинством. У меня 3 сыновей, и 2 были там. И сейчас один тоже находится там уже 5-й год. Он 5-й год, а 2-й, вот, который скончался. И это очень тяжелая утрата. Это нельзя передать так словами. Я не знаю. Я желаю всем матерям терпения. Терпение. Руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Республики Северная Осетия Аланя Алена Тимирова отметила особую стойкость и несгибаемый дух жителей Юга Осетии. Я говорю, вы знаете, это люди, которые, наверное, не знают страха. Даже если они его знают, они никогда его не покажут. Это люди, которые прошли очень жесткую школу. И что такое потери, они знают не на словах. И поэтому, конечно, наша первая задача – сделать все возможное, чтобы, еще раз повторюсь, те меры поддержки, которые может оказать Комитет семей воинов, сегодня начали действовать здесь, у вас, в республике. Это наша главная задача. В ходе встречи Жанна Засеева представила проект «Аллеи памяти воинов-участников СВО». Юлия Белихова выразила готовность оказать содействие в его реализации. Она привела в пример российский проект «Земля памяти», в рамках которого капсулы с землей смесь сражений закладываются у вечного огня. По словам общественного деятеля, создание таких мемориальных пространств крайне важно для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. В завершении встречи представители ветеранских организаций республики рассказали о своей работе. Итогом обсуждений станет разработка совместных программ поддержки семей участников СВО и укрепление координации между общественными структурами 2 регионов. Стелла Бязарова, Эльвира Тибилова, Заура Стаева. Информационный выпуск сегодня.